Желаете выразить признательность своему врачу? У вас есть уникальная возможность сказать «За счастье жить благодарю». Отправьте специальную почтовую открытку в отделениях почтовой службы. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем также аудиторию Саха-информационного агентства. И мы начинаем круглый стол «За счастье жить благодарю». Эта добрая традиция родилась 4 года назад, летом 2013 года. Около 5000 открыток со словами благодарности получили медики республики. И прежде чем мы начнем, я хочу представить организаторов акции. Светлана Николаевна Давыдова, председатель медицинской палаты Республики Саха-Якутия, Ольга Сергеевна Хохолова, заместитель директора филиала Почты России, Петрова Надежда Семеновна, заместитель главного врача Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, а также наш коллега Надежда Ефимова, сайт ЕСЯ. В марте этого года в Якутии стартовала акция, Эверстова. Алевтина Васильевна, главный врач поликлиники номер 1 города Якутска, является победителем акции 2013 года. В марте этого года в Якутии стартовала акция «За счастье жить благодарю». Акция организована Якутской медицинской палатой медиагруппой «Сетим» и проводится при поддержке якутского филиала Почты России, Общественного совета при Министерстве здравоохранения Республики, Общественной палаты города Якутска и акционерного общества «Сахамедиа». Акция приурочена Году добра и задумана организаторами как знак выражения благодарности медицинским работникам. На сегодня к акции присоединились жители города Якутска, Нерюнгринского района, Чурапчинского, Алекминского, Хангаласского и Кобяйского улусов. И сейчас я хочу предоставить слово Светлане Николаевне Давыдовой. Добрый день, уважаемые наши коллеги. Сегодня вот этот круглый стол, он уже второй в этом году. Да? Мы в начале акции проводили круглый стол, когда отмечали, что в течение 2013 года за 2 месяца проведения акции было получено порядка 5000 корреспонденций нашими докторами, нашими медсестрами, акушерками со словами благодарности от своих пациентов. И сегодня, когда мы начинали эту акцию в марте месяце этого года, да, мы тоже ожидали такой же всплеск, волнения и так далее. И сегодня надо отметить, что эта волна идет. Но она не такая активная, как в первый раз была, да, но порядка почти 550 человек на сегодня уже получили слова благодарности от своих пациентов. Я так думаю, осталось немного времени, это всего лишь 2-3 недели, когда наши пациенты смогут, опять же, искренние слова благодарности сказать своим докторам. Ну и самое главное, надо отметить, что проводя медицинская палата нашей республики, проводя такую акцию, она хочет сказать слова благодарности своим коллегам, да, потому что в любом случае каждый коллега, мы знаем, насколько трудно работать нашим коллегам, хирургам, акушерам, гинекологам, педиатрам, неонатологам. И вот эти слова благодарности, которые они получают сегодня по всей республике, это, я так думаю, что оценивают их труд. И мы, медицинская палата, организовываем с помощью Почты России, да, медиахолдинга «Сетим», Саха-Медиа, для того, чтобы наши сегодня доктора понимали, насколько они нужны обществу. И вот эти слова благодарности, которые звучат сегодня во всех концах нашей республики, я так думаю, они это заслужили, наши коллеги. Да? Ну и, наверное, немножко надо отметить прошлую акцию, да, и в прошлой акции, значит, принимали участие, сказали, более 5000 респондентов, но надо отметить, что мы проводили акцию по уровням, да, и у нас были отдельно выделены улусные больницы, отдельно были выделены городские больницы, республиканский уровень больниц, да, и вот по этим уровням мы выявили победителей. И вот сегодня очень рада, что с нами сегодня в круглом столе участвуют наши коллеги, которые были победителями той акции, да. И надо отметить, наверное, еще и то, что эта акция привлекает внимание
не только к работе наших медицинских работников, но и в какой-то степени с нами бок о бок работают наши коллеги, сотрудники Почты России, которые нам помогают осуществить вот всю эту акцию. Я так думаю, что вовлеченность именно в проведении этой акции большого количества людей, она еще популяризирует, более популяризирует нашу вот эту работу. Спасибо. И давайте мы как раз вы вспомнили о том, что акции 2013 года у нас были районные больницы. И позвольте зачитать. Победителей среди республиканских учреждений стало отделение неврологии Республиканской больницы номер 2, заведующая отделением Людмила Конешникова, главный врач Борис Андреев. Победители среди медицинских организаций промышленных городов. Победителем стала Нерюнгринская центральная районная больница, главный врач Нюргун Степанов. Среди центральных районных больниц врач-хирург Сунтарской центральной больницы Константин Павлов, главный врач Иван Попов. Победитель среди медицинских учреждений города Якутска, отделение профилактики поликлиники номер 1, заведующая отделением Ефросинья Дичковская, главный врач Алевтина Эверстова. И победитель в личном первенстве фельдшер Жемконского фельдшерско-акушерского пункта Таисия Корякина и врач-акушер-гинеколог Кобяйского центральной районной больницы Ольга Левина. И сегодня победители 2013 года, еще раз я представляю, Надежда Семеновна Петрова, заместитель главного врача Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, и Алевтина Васильевна Эверстова, главный врач поликлиники номер 1 города Якутска. Целью акции является общественное признание лучших медицинских работников учреждений здравоохранения, а также повышение профессионального престижа, общественной поддержки и поощрение медицинских работников, повышение их социального статуса и укрепление роли учреждений здравоохранения в деле сохранения здоровья населения. Открытки акции доступны во всех отделениях почтовой связи республики. Любой якутянин может с ее помощью выразить признательность своему врачу, который ему помог в трудной жизненной ситуации, либо следит за его здоровьем на протяжении многих лет. Итоги акции будут подведены в июне ко Дню медицинского работника. Организаторы назовут лечебные учреждения, имена врачей, получившие наибольшее количество открыток. И сейчас разрешите предоставить слово Ольге Сергеевне. Как много сегодня открыток, откуда, как могут взять их наши Добрый день. На якутяне? сегодняшний день в отделение почтовой связи поступило порядка 9000 открыток. До каждого оператора отделения почтовой связи, их у нас 427, доведена вся важность этой акции, то есть со всеми проведена лично с каждым оператором работа, направленная на положительный эффект. Как бы любому желающему клиенту на безвозмездной основе передается открытка, в которой клиент заполняет фамилию, имя, отчество и адрес учреждения медицинского. Также можно открытки и в другие регионы. Да, медицинское учреждение может находиться как и на территории республики, так и за ее пределами. Единственное условие, что для пересылки открытки клиент должен приобрести конверт. Ну, на сегодняшний день, как уже прозвучало, порядка 550 человек обратились. Работа продолжается в этом направлении. Я думаю, что до конца мая, конечно, хотелось бы сказать, что все 9000 мы отправим открыток, но я думаю, 90% мы население охватим, и у нас будет больше победителей. Спасибо. Определим. Надежда Семеновна, я вижу, вы с собой принесли открытки. Да, хотелось бы немножко рассказать об акции, о результатах акции 2013 года. В 2013 году в акции «За счастье жить благодарю» приняли участие очень много пациентов наших, которые прошли лечение в нашей больнице. Очень много было открыток, и, что немаловажно, открытки приходили и из районов, и из-за пределов республики. Очень много слов благодарности было сказано в адрес врачей регионального сосудистого центра,
Очень много слов благодарности получили врачи челюстно-лицевой хирургии. Но это именитые хирурги, которые на слуху у всех. Это Ширко Олег Игоревич, это Степан Семенович Тардуин, это Комиссаров Анатолий Николаевич, это Альберт Иванович Васильев, да? Людмила Тимофеевна Конешникова, которая возглавляет единственное неврологическое отделение для взрослых в нашей республике, да? В которой очень много таких вот сложных случаев неврологических именно проходит, и диагностика проходит на очень высоком уровне с научной доказанностью, да? Было очень приятно, что такие наши врачи, которые скромные в своем труде, которые каждый день только и отдаются своим пациентам, да, они получили в 2013 году очень много слов благодарности. И вот то, что в 2017 году опять запущен этот проект, это очень важно для медицинских работников, для людей именно непосредственно, которые занимаются здоровьем пациентов, да? Услышать хоть какие-то слова благодарности для врача. Это лучше, выше любой награды, которую получают. Да? И на сегодняшний день вот я захватила с собой часть Давайте открыток. покажем Да? их. Ага. Открытки выглядят вот таким вот образом. Вот таким вот образом. Они произвольно оформляются людьми, которые хотят оформить эту открытку. Да? И в адрес любого врача, в адрес любого отделения направляются. И, конечно, вот единственное условие, что они должны быть положены в конверт. Да? Значит, на сегодняшний день у нас вот такие открытки стекаются в нашу больницу, в нашу пресс-службу. Пресс-служба их кумулирует, и, значит, идет распределение по отделениям, именно по персоналиям врачей даже идет. Здесь в этих открытках очень много слов благодарности медицинским сестрам, в адрес медицинских сестер. Да, кстати, пользуясь случаем, хочу поздравить сегодня всех медицинских сестер с Международным днем медсестры. Это самые наши помощники врачей, именно люди, которые вот непосредственно, активно очень принимают участие в лечении пациентов. И то, что в адрес медсестер тоже приходят эти слова благодарности, это, я думаю, что это вполне заслуженно. Спасибо. Алевтина Васильевна, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Очень приятно, что эта акция у нас идет повторно. В 2013 году, когда впервые была объявлена эта акция, честно говоря, мы услышали, но совсем про нее забыли. И очень обрадовались, когда прямо открытки начали приходить десятками. И были такие теплые слова, которые в течение дня не всегда, к сожалению, могут услышать врачи в течение своей очень сложной работы. Очень известная медицинская притча. Внутренние органы разговаривают. Когда же кто отдыхает? Там почки отдыхают ночью, печень тоже отдыхает вне праздников, кишечник тоже отдыхает ночью. А когда же отдыхает сердце? А сердце отдыхает только тогда, когда ему говорят добрые слова. И вот сердце врача, которое всегда переполнено любовью к окружающим, оно отдыхает именно тогда, когда получает эти открытки. Было очень приятно, когда начали получать открытки наши очень уважаемые врачи. Вот Ефросинья Михайловна Дичковская сказали, что заведующее отделением профилактики – это именно то отделение, которое занимается профилактической работой. Очень большая проводится у них работа по всевозможным акциям, в том числе мужское здоровье и долголетие. Также были отмечены открытками наши уважаемые врачи Вера Платонова-Коновалова, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, педиатр почти с 50-летним стажем Гусева Любовь Иннокентьевна, Дичковская Александра Георгиевна, это эндокринолог, которая стала у нас легендой городского здравоохранения. Многие врачи, медицинские сестры, Тамара Платоновна Прокопьева, которую все знают в городе Якутске. Поэтому очень приятно, что такая акция организована. И вот я хочу поблагодарить от имени медицинской общественности Почту России, что взяли на себя такую дополнительную нагрузку, такую вот благородную миссию. Каждый раз, может быть, вы будете распространять этот опыт на другие профессии. Поэтому еще раз разрешите поблагодарить, еще раз разрешите поздравить наших медицинских сестер, которые являются не только помощниками, это самостоятельная профессия, которая вкупе с врачом помогает излечить больного. Спасибо за внимание. Спасибо. Надежда, у вас есть вопросы?
Спасибо, добрый день. Наверное, вопрос у меня к Светлане Николаевне. Акция «За счастье жить благодарю» в этом году, она как бы приурочена к Году добра в городе Якутске. Да? Хотелось бы вот задать такой вопрос. Возможно ли, что эта акция будет ежегодной, не приуроченной к какому-то либо определенному событию, поскольку, мне кажется, подобного рода акция, вне зависимости, будет ли она посвящена именно врачам или каким-то, как Литвина Васильевна сказала, другим профессиям, она довольно-таки важна. И действительно, Надежда Семеновна правильно говорит, то, что получить такую открытку благодарности специалисту от человека, которому он помог, это гораздо, наверное, все-таки важнее и приятнее, нежели какая-то другая награда. Да? И вдогонку к этому хотелось бы задать вопрос и Алевтине Васильевне, и Надежде Семеновне. Вот ваши победители, которые получили наиболее большое количество, как я понимаю, открыток, да, были ли они каким-то образом поощрены вами? Спасибо. Может быть, я отвечу, да? По поводу вопроса по поощрениям, мы ежегодно проводим конкурс на лучшие по профессии по 10 номинациям, в котором участвует голосование пациентов, в том числе вот акция, которую сегодня мы анонсируем. Также коллектив сам голосует за этих сотрудников и, естественно, вот другие пожелания, которые поступают с других структурных подразделений. Поэтому, естественно, мы эту акцию поддерживаем, и по результатам всегда бывают большие бонусы именно этим участникам. Ну, по продолжению можно сказать, да, что при отчете нашей медицинской палате Российской Федерации, руководителем которого является Рошаль Леонид Михайлович, да, эта акция была очень воспринята нашими коллегами из других регионов. И на сегодняшний день заместитель вице-президент Национальной медицинской палаты Российской Федерации Аксенова Наталья Леонидовна, она сегодня у себя в регионе, то есть в Смоленской области, проводит вот эту акцию. Вот в эти дни сегодня тоже точно такая же акция проводится в Смоленщине. Я так думаю, что при поддержке вице-президента Национальной медицинской палаты Российской Федерации, да, скорее всего, через Национальную медицинскую палату России можно будет сделать вот эту акцию всероссийской. Ну, я так думаю, что Леонид Михайлович в тот раз, когда мы говорили по этой акции, поддерживал, да, но мы вообще сами не понимали механизм, как это можно вообще по всей России вот этот механизм запустить. Учитывая, что 2 региона на сегодняшний день проводят вот эту акцию, наша республика, да, и Смоленщина проводит, можно, наверное, как-то теперь, совместно мы все провели, получается, одномоментно почти запустили эту акцию, да. Я когда 1 марта пришла и вечером с Натальей Леонидовной разговаривала, сказала, что мы запустили вот эту акцию, она мне тут же сказала: ой, Светлана Николаевна, мы сегодня тоже запустили эту акцию. И даже не сверяясь с часами, да, у нас получилось, что мы в один день со Смоленщиной запустили акцию. У них точно так же вот этот результат акции будет проводиться ко дню медицинского работника, и, наверное, скорее всего, его... для того, чтобы сильно не замыливать на эту акцию каждый год не стоит проводить, да, было бы очень приятно, чтобы Почта России сделали по всей России такое количество открыток «За счастье жить благодарю». И она бы каждый год, каждый день бы лежала там на Почте России, и каждый желающий после выписки из больницы, после рождения ребенка, да, после какого-то чудесного исцеления пришли бы и записали письмо, и это бы все это мультиплицировалось. Чем бы это было бы плохо? Мы вот эту акцию проводим не для того, чтобы одномоментно сказать спасибо. Мы хотим, чтобы общество отметило необходимость именно благодарения, приношения слов благодарности к нашим докторам не только в период акции, да, а каждый день, что это нормальное состояние души благодарить человека, который помог тебе в трудной жизненной ситуации, когда ты родился, твой ребенок, да, когда, как говорится, вылечили тебя от страшных недугов. Вот слова благодарности – это нормальное состояние души каждого человека. Наше общество должно само прийти к тому, чтобы вот эти слова благодарности не приходили тогда, когда проводится акция, да, они делали его сами, ежедневно, от всей души, каждодневно. Я бы тоже хотела добавить, что в 2013 году вот эта акция проходила в период, по-моему, апрель, май, июнь.
по-моему, вот в этот период проходила вот эта акция, и она была как раз, конец был приурочен ко Дню медицинского работника. Конечно же, наше отделение и персонали, врачи и медсестры, которые были выделены пациентами в 2013 году, они в 2013 году получили бонусы. Да? Но вообще, хочется сказать, что вообще по линии здравоохранения, Министерства здравоохранения и по линии страховых медицинских организаций вообще проводится очень много социологических опросов, в том числе и в самих медицинских организациях, да, очень много социологических опросов на предмет выявления вот именно врачей, которые более импонируют нашим пациентам, да? Ну, пациенты, конечно, по результату, по ожиданию своему, по результату ожидания своего оценивают врача по конечному результату, да? И вообще непрерывно в течение года разного рода изучение мнений пациентов, начиная с анкетирования и так далее, да, проводится постоянно. И конечно же, приурочивая к каждому юбилейному событию, там, при каким-то определенным дням календарей, да, праздникам, также профессиональным праздникам, по результатам таких вот акций, конечно же, бонусы определенные, как Алевтина Васильевна сказала, да, те врачи, которых, тот медицинский персонал, который выделены пациентам, конечно же, они, потому что я думаю, что я не ошибусь, что мы все очень гордимся своими коллегами, ихним мастерством, умением и профессионализмом. Профессионализмом, в первую очередь, да. Ольга Сергеевна? Да, я, наверное, здесь отмечу, что другие филиалы Почта России посмотрят и все-таки будут перенимать опыт, положительный опыт. И я думаю, что на всю Россию в ближайшем будущем все филиалы будут участвовать в такой акции. Но очень на это надеемся, и обязательно мы со своей стороны до нашей сети доведем результаты, и, я думаю, воспользуются таким же случаем. Еще надо отметить, что по результатам прошлой акции у нас были отмечены наши работники Почты России, да, тоже работники вот, сел, да, где у нас большое количество открыток было разослано. Да, мы отмечали, они же это кропотливая ежедневная работа, когда проводишь реестр, сколько, кому, как отправлено и так далее. И вот эту работу по результатам мы делали не потому, как больница давала отчет, да, сколько они получили открыток, а чисто по реестрам, которые сделала Почта России. И вот эту кропотливую, самую тяжелую работу, как бы они провели, и мы тоже отметили, насколько наши вот работники связи, да, они такие же, как бы сказать, очень усидчивые, да, очень внимательно отнеслись к этой акции. Нам это очень понравилось, и от имени Якутской медицинской палаты мы тогда тоже отметили наших сотрудников, которые очень активно принимали участие. Нет, но здесь да, сотрудники понимают всю важность, опять-таки, и благодарить всегда хорошо. И важность того, что каждый сотрудник отделения почтовой связи в этом участвует, я думаю, для них это тоже гордость. Что ж, я хочу напомнить нашим зрителям, что любой желающий может подойти в любое отделение Почты России, взять открытку совершенно бесплатно. Нужно лишь вписать фамилию, имя, отчество медицинского работника и наименование медицинского учреждения. Больница, поликлиника может находиться и за пределами республики. Адреса медицинских учреждений также можно спросить у операторов связи. Для пересылки открытки клиент должен приобрести маркированный конверт. Ну что ж, я благодарю участников нашего круглого стола и приглашаем якутян принять активное участие в акции, чтобы, как сказала Светлана Николаевна, эта акция стала не только событийной, но и в течение всего года после ярких событий, после выписки каждый пациент мог сказать слова благодарности своим врачам. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо.